Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Модернизация лечебных учреждений, которые помогают людям с наркозависимостью, стала одной из главных тем заседания профильной комиссии при главе Северной Осетии. В рамках госпрограммы порядка 20 миллионов ушло на ремонт и оснащение Центра реабилитации и наркодиспансера. Дискуссия о нижнем белье. В мэрии Владикавказа обсудили нравственную сторону наружной рекламы. В Куртатинском ущелье отметили Дзивгиш и Зуарыбон. В празднестве приняли участие ребята из этнолагеря. Эти и другие темы далее подробно. Модернизация наркологической службы стала одной из главных тем заседания профильной комиссии при главе Северной Осетии. С докладом выступил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Теймураз Ривазов. По его словам, в рамках госпрограммы порядка 20 миллионов ушло на ремонт и оснащение Центра реабилитации и наркодиспансера. В последнем, к слову, палаты стационара были переоборудованы под блок неотложной помощи. 3 койки, оснащенные медоборудованием, готовы оказывать интенсивную помощь. Именно туда теперь направляются те пациенты, которых раньше везли в РКБ и КБСП. Но и этих коек недостаточно. Чтобы полностью решить проблему, отделение интенсивной терапии необходимо расширять. Теймураз Ривазов также отметил, что есть ряд индикаторов, которые показывают успешность работы специалистов. Среди них и процент больных алкоголизмом, которые были повторно госпитализированы в течение года. С 2012 года цифра снизилась незначительно, всего на процент. Практически незаметно улучшение и среди страдающих наркоманией. В течение 2014 года повторно в больницы попали почти 28%. В 2012 их было около 30%. Основная задача позволена на данном этапе – это улучшить основные целевые показатели модернизации. Раз – повысить эффективность профилактических мероприятий среди населения группы риска. Два – внедрить новые методики мотивационного и семейного консультирования злоупотребляющих психотропными веществами, повысить качество лечебной и медико-социальной помощи, увеличить удельный вес употребляющих вышеназванные препараты с ремиссией свыше 2 лет. По легенде, учение возгорания произошло в столовой. Детям необходимо за короткий промежуток времени спуститься со 2-го этажа и покинуть здание. Условный пожар возник в детско-оздоровительном центре «Горный воздух». Весь персонал здравницы удалось эвакуировать за 1 минуту. Свежий воздух и живописные места для полноценного детского отдыха явно недостаточно. В первую очередь важна безопасность. В летний период инспекторы отделов надзорной деятельности здесь частые гости. Встреча ребят со специалистами МЧС началась с познавательной беседы. Спасатели рассказали, как правильно вести себя при возникновении пожара. Детки, видя данный этот процесс, они уже будут знать о действиях, что им нужно делать. Естественно, не поддаваться панике. Выходить правильно по направлению, знать выходы, знать, что им нужно делать в первую очередь. В центре дневного пребывания «Горный воздух» ежегодно проходит масса мероприятий, как развлекательных, так и обучающих. На этот раз около полусотни детишек ознакомились с мерами пожарной безопасности. Сегодняшние мероприятия, которые у нас были по ликвидации условного пожара, эвакуации детей, это тренировочные учения. Они очень полезны и очень нужны детям. Да, дети проходят и в школе, мы возим их в музеи, например, знаешь, МЧС, противопожарной безопасности. Мы пытаемся, значит, так как мы находимся в лесу, мы пытаемся привить детям, что спички – это действительно не игрушка. Полученная информация была особо интересна ребятам. Как бороться с огнем, если под рукой нет огнетушителя? И как не задохнуться, если нет возможности покинуть задымленное помещение? Теперь ребята знают об этом все. Нового знал много всего, что нужно, если пожар, нужно звонить сразу 01 или 112. Если
пожар в подъезде, надо тоже позвонить пожарным и бежать в дом, закрыть все щели, открыть окно. Если пожар дома, не надо прятаться под кровать или в шкаф. В финале встречи пожарные продемонстрировали ребятам на практике, как они борются с огнем. Была задействована настоящая пожарная машина. Дети также смогли примерить боевую одежду пожарного и посидеть в кабине автомобиля. Земфира Лулаева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Реклама не должна переходить грань креативности. С этой инициативой Республиканский совет общественности обратился к главе муниципального образования Махарбеку Хадарцеву. Дискуссия развернулась в мэрии Владикавказа. Все чаще на улицах города можно увидеть рекламу с нижним бельем на витринах магазинов, непристойные вывески и баннеры. По словам общественников, это не соответствует местному менталитету, с которым заказчики чаще всего не считаются. Эксперты призывают местные власти усилить контроль над размещением рекламы. Двухметрового размера рекламы, где рекламируется, значит, нижнее белье. Ну, мне кажется, что мы национальная республика. Мы не то, что кто-то из нас является ханжой. Нет, конечно. Мы понимаем, что время идет, берет свое. Но порой такие проявления в рекламе, они, конечно, возмущают. И визуально они, конечно, вызывают шок. Молодежь проходит, ну, она может проходить 1 день, 2 дня. На 3-й день ей покажется, что это норма. А это не норма. Помимо вопроса этичности рекламы, обсудили и другие, касаемые сохранения осетинского языка. Для этого, говорят общественники, нужно создавать вывески не только на русском, но и на родном языке. Ангелина Васильева, Борис Сопоев, Осетия ТВ. Во Владикавказе прошел второй этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Его приурочили к 70-летию Победы. Состязания проходят 2 дня. Первый день – стрельба, бег на 60 метров, прыжки в длину с разбега и с места, подтягивания, отжимания и кросс. Во второй день – плавание, метание мяча, поднимание туловища из положения лежа на спине, кросс на 3 километра. Основная задача школьников – выполнить требования ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знак. В районах республики проводились районный этап фестиваля. Сейчас мы здесь проводим республиканский этап. На основании этого республиканского этапа сформируется сборная команда республики, которая будет выступать на всероссийском этапе, на 3-м, который будет проходить с 23 по 29 августа в городе Белгород. На данный момент это все проходит в тестовом режиме, фестиваль, как бы пропагандируя вообще такой комплекс, как ГТО. «Готов к труду и обороне» – это разрабатываемая программная и нормативная основа физического воспитания населения России. ГТО заново введен с 2014 года взамен отмененной в 1991 году программе «Готов к труду и обороне СССР». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Зыраса Багаева, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Неподалеку молодежь танцует симт, а старшие молятся Богу в честь праздника в Куртатинском ущелье Зириш-Зуар-Бон. Праздник святилища Дзивгис проводится каждый год. В этот раз гостями стали этнические осетины, которые познакомились с культурой и традициями своего народа. Молодежь из Турции и Сирии приняла участие в летнем культурно-образовательном курсе «Этнологерь-2015». Главной задачей курса – установление прочных связей с соотечественниками из Турции и Сирии. Аслан Кабалоев входит в группу «Этнологерь» и со всеми остальными побывал в Феогдоне. На Зуар-Бон он впервые. Уже 2 года Аслан живет со своей семьей в Северной Осетии. Это первый раз я был здесь на праздник, и я увидел это наши традиции и узнал больше традиций, и понравилось мне все это. Поведали гостям и об истории создания храма в Дзивгише. По легенде, в горах выпал глубокий снег, и только в одном месте снежного покрова не было. Когда старейшины подошли к нему, увидели, что на земле сверкают 2 надочажные цепи, посланные с небес. На этом месте и построили храм, которому уже 1100 лет. У осетин очень много праздников. Есть праздники, которые они ближе к русским праздникам. Но кроме этого, у них есть свой обряд в наших праздниках. Вот этот праздник перед Василла. Этот Василла – Бог плодородия, Бог изобилия. И вот скоро этот праздник у нас будет через неделю. И перед этим праздником в этом храме наши предки, и мы тоже сегодня исправляем праздник.
Праздник, вот вы сами видели, и там вот музыкант есть, национальные песни есть, и танцует там молодежь. Люди приходят, молятся. Рассказали участникам этнолагеря и о традициях праздника Зуары-Бон. Кстати, в этом году по инициативе жителей Куртатинского ущелья обычаи соблюдают особенно строго. Все девушки приходят на святое место с покрытой головой, а парни без головного убора. Но самое главное – никаких крепких напитков, только осетинское пиво. Елена Черенкова, Дзираса Багаева, Заур Цеов, Осетия ТВ.